Юхтерма. По моим познаниям, это те же самые люди. Короче, ходят слухи, почему закрыли терму в Уфе. И поделили землю, короче, которая предназначена была для термы. Там какие-то разборки начались между бизнесменами. Местные бизнесмены не захотели отдать землю под термы, потому что сами захотели открыть такие же термы. Они увидели, что те бизнесмены, которые приезжие, открыли термы в Уфе, получают хорошую прибыль, и что они сделали очень крутые термы. И, короче, им завидно стало. Их начала жаба душить. Представляете? А может быть, так было, да? Ну, короче... Это наши домыслы. Да, это наши домыслы, да. Но ходят такие слухи. Кто не в курсе, короче, Лухтар, я училась в Стерлитамаке. В Стерлитамакском техникуме культуры. А, кстати, мой первый муж из Стерлитамака. Может, свекрови в гости заедем? Ой, он так вкусно готовила вообще. Кстати, у меня все свекрови вкусно готовят. Все тетя Диня, боже. Сейчас подумают, реально не могу, блин. Да, сам, здрасте, как это считаем. И вот, дорогие друзья, мы заезжаем в Стерлитамак. Посмотрите, какими большими буквами написали это знаменитое Стерлитамакское кольцо. Кто заезжает, все знают это кольцо. Кто здесь жил и кто приезжал, все знают это кольцо. Чем знаменит Стерлитамак? Конечно же, он знаменит своими знаменитыми термами. Во-первых, кстати, скоро будет обзор на эти термы. Внимательно следите за сторисами. Таких масштабных терма больше нигде почти нету. Наши вот ездят в термы в Татарстан. Дорогие друзья, можете теперь не ездить в Татарстан. Можете приехать в Стерлитамак. У нас в Башкортостане теперь уже термы есть. Куттивендегина, Берсагат юлга, и уже термала. И еще знаменит Стерлитамак тем, что здесь выпускают знаменитую соду. Кто не знает, что такое сода, это универсальное средство, которое отмывает и посуда, и унитаз. Даже можно горло полоскать, но только не после унитаза. Вот это запомните, дорогие друзья. Соду вообще люди пьют даже, кто не в курсе. Я слышала, что вот кто раком болеет, да, пьют соду. Кстати, да, и говорят, очень помогает. Это правда, между прочим. Знаменит своим Стерлитамакским техникумом культуры. Там многие артисты закончили этот техникум. Выпустил Стерлитамакский техникум культуры много звезд, между прочим. Салат Фатхетдинов, между прочим, там учился, кто не в курсе. Так, еще кто? И я, башкирская домохозяйка. Эльвира Ста. И все, Достар? Да нет, шучу, очень много на самом-то деле, очень много. Выдающихся людей закончили этот техникум. Шиханы! Знаменитыми шиханами! Знаменит Стерлитамак. Я нашла ту, на кого я похожа. Посмотрите. Не благодари. Помните этот момент? Точно мне похож, да? Ой, в камеру открыли здесь. Итак, погнали! Вам вообще здесь нравится? Часто здесь бываете? Первый раз. И что? Как вам обстановка? Откуда приехали? Уфа? Мы тоже с Уфы. Вот видали? Это наши соотечественники с Уфы прилетели. Стерлитамак. Вообще сейчас Стерлитамак стал такой популярное место. Из-за этого вот термы. Здесь же холодно, офигеть! Обалдеть! Капец! Короче, на улице Дултар вообще-то минус 30, кто не в курсе. А в термах всегда плюс 30. Есть кто живой? Катерина! Это что за бассейн? Соленый? Хорошо видно, да? Посмотрите, здесь даже есть соленый бассейн, доктор. Вот, руку сунем, посмотрим, они точно соленые или нет. Да, точно соленые. Вы работаете здесь, да? Да, работаю. Нифига себе, вот смотрите, как тут вот одетые сотрудники, которые работают здесь в термах, да. И посмотрите на отдыхающих. Они в трусах рахатали вон в соленом бассейне, как рыбки плавают, да. А сотрудники вон на морозе мерзнут. That you've given me. Did you never worry? А тут я хотела показать вам свои эмоции от Чана, но совершенно случайно, пока я танцевала этот прекрасный танец, я уронила микрофон и ничего не было слышно. К сожалению, вот так вот. Я заблудилась. Тут территория терма такой огромный, что можно заблудиться.
Многие не знают, где провести выходные, доктор. Провести выходные всей семьей можно здесь, в Стерлитамакских термах. Тут и детям хорошо, и мамам, и папам хорошо. Здесь есть все виды развлечений. Можно поплавать, можно попрыгать, можно вкусно поесть. Тут даже есть шведский стол. Сейчас я вам покажу шведский стол. Представляете, как в курортах Турции здесь есть шведский стол. И прикиньте, это все включено. Здесь можно провести день с утра до вечера. И вы не устанете, и вам не надоест, между прочим. Так же, как и на курортах Турции, здесь, в Стерлитамаке, есть шведский стол. Представляете? Нулевка? Блин, это нулевка. Это огромный минус, между прочим, для стерлитамакских термов. Зелень, овощи, салат. Еще один салат. Очень вкусные колбасы. Смотрите, какое-то очень интересное мясо. Что это такое? Даже селедка есть с лучком на закусочку. Рассольник, блин. Суп с клетками. Кордон блю. Что это такое? Куриные ножки. Даже свинина есть, не халяльная. Это что такое? Это рыба. Сате из курицы. Картофель. Даже ленивые голубцы есть. Что-то мне ашаром будет катать. Смайлики из картофеля даже есть, посмотрите. Ой, извините, доктор, я переела просто. Тут вообще столовая огромная. Вот посмотрите, доктор, сейчас я вам сделаю обзор. Видали, сколько столов? И это еще не все. На той стороне тоже все столы. Все чисто и аккуратно. Вот всегда я обращаю внимание, в первую очередь, на чистоту. Я вот поела рассольник, очень вкусный, кстати. Ну, что-то сладковатый. Мне больше всего понравился этот картофель, смайлик. Для детей самое то, наверное. Тут даже есть, представляете, сырный соус, который я люблю. Очень хорошо организовали, мне понравилось. Молодцы. У меня же с детства травма осталась от карусели. У меня психологическая травма. Я когда маленькая была, меня мамин братишка раскатал на карусели, которые есть вот в Антарии, вот так стоят. Он меня крутил до такой степени, что меня тошнило, вырвало, я упала в обморок, и вызвали скорую, и меня увезли в больницу. И с тех пор у меня от каруселей плохо. Скорость убавьте! Страшно же! Остановите! Кто будет останавливать? Смотри-ка, если хочет останавливать, офигеть! Нифига себе, вообще мне сказали медленно, блин, наврали! Нифига он не медленно, блин! Обалдеть! Нифига себе, это какая-то бешеная гусеница ягнет баша! О, смотри, Зарина, даже мужчины катаются, видала, да? Большие, крупные, сильные мужчины катаются на этих горках. А тут я встретила симпатичного, красивого мужчину, и даже его жена не помешала мне подойти к нему. Шучу, на самом деле мне нужно было снять крутой новый ван, но никто не соглашался. В итоге я выхватила этого мужчину, который только-только зашел в терму, и уговорила его снять у меня в ванне. Ну посмотрите, какой он симпатичный. Скоро будет ван, ждите. Я, наверное, заболею, это точно. Вообще. Как вайн-то получился? Нормальный? Да, хорошо. Вот мужчина согласился. Единственный, кто согласился. Как его зовут? Эдуард. Эдуарду Великому, спасибо. А вы откуда вообще? А? Супы? Это уфимский народ, вот Аллаха шükür kızlar. Işler bektirdik. Мы недавно, мы сейчас еще заедем человеку, который шьет ситики. Это сапожки. Помните, неделю давал адрес мужчины, который шьет сапожки под национальный колорит. Или что? Ой, блин, я неправильно построила предложение, простите. По моей ноге сошьют мне башкирские сапоги. У меня же национальный костюм есть, а национальных сапожек нету. И вы видели на фотографии, что я в кроксах хожу. Прикиньте, национальный костюм и кроксы. Не подходит же. И поэтому мне срочно надо сапоги, доктор. А сапоги, кто хорошо шьет, этот человек живет в Стерлитамаке. Прикиньте, и мы вот решили сейчас заехать. Да, блин, решил Тухватулин, блин, я киллеры, блин. Какого черта? Вы знаете, что сделал Решат Тухватулин? Он меня кинул. Блин, мне, наверное, попадется эти, да? Он мошенник еще тот. Да нет, шути, конечно же. Но он правда меня кинул. Короче, он мне обещал рубрику «Один день со звездой» в январе, что мы с ним отснимем. И Аллах Акбар, ни слуху, ни духу. Трубку не берет, на WhatsApp не отвечает, в Максе не отвечает, в Телеграме не отвечает, нигде не отвечает.
Ришат Тухватуллин, если ты видишь эти сторисы, и вообще кто-нибудь, все вот это, все, кто меня видит, вот это мои сторисы отправляйте Ришату Тухватуллину, чтобы ему стыдно было, потому что он обещал мне рубрику «Один день со звездой» и не выполнил свое обещание. Мы тут обсуждаем Ришата Тухватуллина. У Ришата Тухватуллина огромный, просто огромный, я сама видела своими глазами жизненный опыт. И у него большой прямо талант. Я когда снимала с ним интервью, кто помнит, я его видела. Ну, вот это все видела. У него такие облегающие штаны были. Вы точно про талант говорили и про опыт? Конечно! И про облегающие штаны. А он, ты видела, он же любит носить облегающие штаны. Почему он носит облегающие штаны, интересно? Да потому что у него... Чтобы показать свой жизненный большой опыт. Да, чтобы показать свой жизненный опыт. Вот так вот без мужиков ездить куда-то, да? Сразу начинаем обсуждать таланты мужчин. Вот эта вот песня будет играть на втором дне моей свадьбы. О, папа. В деревенском стиле будет. Bunun даже егеты yok, егетмен даже не пахнет. Был уже, знаешь, второй день свадьбы, какой песню будет играть, господи. Срочно ищем жениха. Нет, Песня есть, жених нужен. не надо. Пока не надо. Не надо? Нет, вот одна еще погуляю, а потом. Господи. Пока мы рассуждаем, еще песни будет играть на моей свадьбе. Ищем жениха, который готов ждать 2 года. Кем он? Я не понимаю. Я тоже хочу прекрасно. Ильнар Бах какой-то. Ильнар Бах. Так, друзья, мы приехали с девчонками в гости к Ситик-Тегусе, к Руслану Сальмановичу. Мы ему взяли кустанесик. Маленький такой, без кустанеса мы не ходим, достар. Запомните. Все, девчонки, сейчас я быстро, ладно? Кызлардың уже қайта келген. Домой хотим, домой. Но меня надо Ситик. Руслан Сальманович, это мы. Давай магазин іздеп, халіміз бітті. Магазинда не надо. Мына кустанес это. Неге ол? Мысли, внимание, без О, балақай, бұл ведь полный набор. Сергей, это набор домохозяйки деп аталады. Мен кемге барғанда үт, икмәк, май, қаймақ, бешене алам. О, нифига себе, это у вас что, тут цех, что ли? Бұл біздің сәйісі тұрған ер, қонақлар менен. Обалдеть, прикольно. Біз бұнда, достар, оказывается, келіп іләккенбіз целый производствоға, достар. Прикиньте, біз сейсірелер по ходу дела, смотрите. Ух ты! Қыздар бізді сейсірелер, ісігін айтып. Біз ату көт туынды бұнда, вообще. Обалдеть! Ух ты, ничего себе! Хамағыз! Здравствуйте! Ух ты, қыра! Зарина! А вот Ришат Тухватуллин тұра. Баяғына Ришат Тухватуллинді үйдейдік, достар, қарағыздар, мына хәр көрәтем езге. Бұнда Ришат Тухватуллин тұра. Что-то Ришат Тухватуллин сегодня нас преследует. Почему он здесь стоит, я не знаю, достар. Это что такое? Это какой-то бір заводқа келіп электрик по производству ситиков. Это вы мастер, получается, да? Как называется ваша профессия? А вот такой этот креативненький, модненький человек с серьгой, молодой парень. И этот шьете, да? Это что, ваша мечта была или как это? Или это хобби? Это как, что это? Хобби. Хобби, да? Вот интересно. Представляете, у людей есть хобби шить ситик. Между прочим, это очень сложный труд. Оказывается, надо аяқты ульсергябис полностью, прикиньте. Каждый пальчик учитывается. Чтобы ситик сидел очень хорошо на ноге, надо все измерить. Поэтому же я сюда заехала. Потому что у меня, вы знаете, у меня вот этот средний палец очень большой. И мне подобрать обувь очень тяжело. Ну, прикольно, прикольно. О, так у вас много же людей работает? Степа, Нарик, бірге ішлейді. Вот это прикольно. Здравствуйте. Здравствуйте. Так интересно, я никогда в жизни не была в таких местах. Солай ма? Вот шкаф в Нарнию. Батас! И там, а там можно... Вы Вы тут келдік-та что-то такие ужағымақ юрий баштан қапыйты демі? Біздің келі экскурсияға неді. Обалдеть! Қарағыз, бұнда тоже цех какой-то. Вот это да, бұнда кожалар ята. А где вы берете кожу? Каблуки, Рыбинский кожевенный завод. Это что такое? Пресс.
Алды. Бұл уже мына готовый нелер келіп сыға енді. Немеке ол? Бұны үксеге қоя тұрған. Бұны эсер хауда қайнатабыз, потом бұсақ менен жоқартабыз. Прикиньте, ювелирная работа. А вы что думали, доктор? Шап-шоп, и ситик готово, что ли? Да нифига подобного. А язык, между прочим. Руслан Сальманович. Шулай. А вы как это, Руслан Сальманович, решили-то это? Яйлап. К этому пришли. Артист болып эшләнек бит. А именно с кем что? Әйе. Хәзер унусил беймейм, пенсияда. Шуға менә күрәһегез, таларып киткән менә. Бір татарма. А если бы артист кеше итик тигерге болып? Потому что юк ине, балеткадан башланып та. Ага. А, ситиктер yok ине. Дефицит. Әйе. Юк, балетка юк, бер грубый әткеләләр ине. Үзе отстук итә, әйтәм, тигеп карайык әле, тигеп карагай, вроде килеп сыкты. Вот интересно. Это еще 97 еллар. Ага. Вот прикиньте, доктор. Руслан Сальманович, короче, Ипләп бейіп кенә. жүрген дә, итиктер ремонтировать еткән дә, үзенең бейгән ситиктерен. И табалмаган һәйбәт итик. И потом такой, дай-ка ремонттап караем, дай-ка эштәп караем. И представляете, ему понравилось это дело. И теперь у него цех целый по производству ситиктов. Между прочим, Фәйзи Аскаровтың артистлары весь бында ситиками отовариваются. А сколько уходит один сапог шить? Разный бывает. 2 часа, 3. Это если заготовки, Вот наверное, есть. это джазовка. Это вот этот джазо называется, да? Был легкий для тренировок. Это легкая обувь для тренировок, смотрите. Такая легкая, как пушинка. Ручная работа. Вот смотрите, друзья, люди сидят вручную, это все делают. Так красиво, да? Так интересно. Это получается размер любой ноги здесь находится, да? Получается же так, да? Индивидуальный заказ. Все замеряются, снимаются лекали. И сохраняется эта индивидуальная вот эта вот Да. нога человека здесь, да? Допустим, вот артист, там Файзи Аскаров, и его нога здесь хранится. Его да, не нога, а этот размер ноги. да, тут находится. ноги, слепок Да. ноги, слепок ноги. Представляете? На этой полке, друзья мои, все это слепки всех ног артистов. Это правда, между прочим, это правда, потому что больше нигде не шьют, между прочим, такую обувь, которую носят артисты. В магазинах вы просто не купите такую обувь. Почему я сюда приехала-то? Так, эту ногу надо поставить, где она была-то? Ух ты, смело, на то, кто-нибудь останется без слепка еще. Зарина, смотри какие. Офигеть, вон это, кстати, очень прикольно. Она, конечно, ждет. Кара, вы любую эту обувь, получается, можете шить, да? Ну да, какой закажут. Да, прикольно. Зарина, смотри, какой симпатичный парень. Холостой, нет? Женат. Женат? Ребенок есть. Блин, ну, конечно, такого красавца давным-давно уже охмутали. Назгульге салям. Назгульге кайдар салям. Назгуль такого красавчика отхватила, до такого редкого мастера. Это жена была, да? А, ладно. Руслан Сальманович, она и концерт. Вот это что ли? В середине который? Бурина. Буре. Руслан Сальманович, а вы, блин, вообще такой этот очень красивый мужчина, оказывается. Бейю театр. Видали? Руслан Сальманович, огонь же, да? Такой взгляд, такая страсть. Буры такой. Халил ағай Ижбердин мына біздің итәксі, Рима Ингаева. Алар основатели біздің театра танца. В 91 году основали. Шулай, танцевали. Удегет, старый тамақтықымы? Yok, мен Елай районы Матрай ауылынан. Оқып қана қайтайын деп келгенім. Біз, короче, Руслан Сальманович, ғафу етіңіз, біз келемендік та бұнда уже теге, не ма? Біз құптарыра баштадық, біз қара баштадық, фотографиялар қара баштадық уже баз келелер те. Шетелдерде печатали газеты. Ришат Тухватулин ғалы ботинка тік-тік. Да? Е. Вот слышали, доктор? Ришат Тухватулин, думаете, почему Хайвет жерда говорит? Да потому что он Хайвет ботинка говорит. А самого Руслана Сальмановича, если бы он ботинка хикисе, мастердан ба, он нифига лай матурирдамас ине. Это Руслан Сальманович. Все же зависит от ботинков. Ансамбль Мирас мен ішлейді. Біз филармониялар мен Вы, короче, обеспечиваете всех вот артистов обувью. А что, таких мастеров больше нету, что ли, кроме вас? Yok, artistler көп, сапожниклар yok. Даже оренбургских хорхаты, говорят. Ульяновск, Казан, Чаллы, Нижнекама, Обалдеть! Чебоксары, Ижевск, Да Каменогорск, это, походу, Челябинск. мужик, Yok, надо onu даже ухаживать. байбымайды, потому что қолмен işlerге керек дейді. Это ювелирная тяжелая работа, да? Не получается? тяжелая была, интересная работа. Как вы успеваете? Вас же вроде как вот всего 4, а столько Не работы. 4, зачем? Yok, біздің еще бар закройщица тетя Рая, ағамын Алла верхе 1 мая,
75 яш була. Беде менен 17 ел эшлей. Потом заготовщицабыз бар Гали апай, ага 66 яш. Ол беде менен 13 ел эшлей. Егетлер Степан Арик 13 ел эшлей. Потом беден еще оркестрдан келип йөри. Альбер Бейюсе егет бит инде. Бей театрында. Хатыным güzel ол теге без бухгалтерияны пара, закупкалар пара, теге кожа хатып ала, договорлар төдей. Малайым, кызым güzel. Малай аранжировщик Раушан Сулейманов Уфала. Кызым Бейюсе. Допустим, ошондай миңа матур ситек тигип йөрөрсүн, хәзер кеше белгәй киләбезендә. Ниндәй хакка барып төшә? Ну, төрлесе вышивкадан тора бит инде. Мына если без орнамента, итек 6000 тора. Хәзер ма яңа елдан. 6000 тора ошондай. Это, между прочим, натуральная кожа, ручная работа, по индивидуальным размерам тигелгән итек. Карагы, астагфирулла, бу не бийсәгем, аягы бәләкәч төре. Бу ничәнче размер? Улап бейгән. Ну, шуга бит үлчәп нитәбез. Кемнең аягы бәләкәй, кемнең зур. Профилактика алыштырдык инде. Руслан Сальманович не только вот не тигип йөрә, но еще достар ремонтировать-то пожизненно. Мне сказали, что у них нет хозяина. Батыр. Мем размеры прямо как раз мен киіп қарадым. 3000 алды. Нифига себе, Лариса. Ты чё? Мен там Лариса кайда югалган? Капа күрәтер Лариса, немен дә не күреп калдың? Югалгайны. Хужага югалганны. Әйе, ну заказать да югалды, потом турайын. А нет таких же красивых на 35 размер? Юк. Всё, булар, короче, висе обувь алырга булып киттеләр. Лариса үзенең ужана фата сатып алды. А ужага кайда югалды? Ну, бывает, заказать потом алмайлар, улай да бывает. Для папы не берете, что ли? Не всегда. Не всегда. Мен югалмайм. А беде спиртамакская обувь тип, теге для жизни хәзер бер генә кеше теге Рафит дигән. А ничек булат дип уйлайсың, что шундай редкий профессия дип кеше килмәй икән шунда? Катмарлы. Катмарлы, Эшене шуганы. катмарлы, конечно. Кемдер от начала до конца весь процессты белергә тиеш. Без ябылып беттеләр бит. Специалист, допустим, модельеры булмаһа, все, туктаны, закройщик булмаһа, туктаны, заготовщик булмаһа, туктаны. Все. Когда покупаете обувь и говорите «хайват», вот имейте в виду, это очень кропотливый, тяжелый труд, между прочим. Не надо говорить «хайват». Прежде чем говорить «хайват», эшин белер керек. Эшин белгән кеше бердә теген итмәйдәр. Без моны өйдә тоже хата итен төдеп. Хакы шул сакта тиһәң. А что так дорого? Альберт әйтә, һин төдеп кара ти минең ирем әйтә, инәм башы ти. Там сколько это я вложился и рефтадым-то вообще чуть-чуть ти. Конечно, катмарлы бит. Спасибо. Здравствуйте, приятно. Здравствуйте, спасибо. Спасибо. Такая обстановка у вас интересная, да? Весь второй этаж ваш, да? Әйе, менә бит кызлар бында костюм тегеләр. От начала до конца могут одеть. Без коллектив вот так и одеваем от начала до конца. Әйе. Согаша каяктан. Әбиәлел мин. Кая авылдан? Хәлил ауылынан. Хәлил авылдан. Дамираның авылынан. Әйе. Дамира, Рима, Әйе, Фәнил. Бездә нык талантливый кешеләр туган. Концертлар минем партнершым булды бит. Һәр Әбиәл районы концерт куйды нидә, Гаказала. Шул Дамира менән барып бейеп киттек. Әдрәк һелкенеп, ату сәхнәгә сыкман, бөтенләй унутып куйдылар иде. Я жақта вообще теге огонь булган фотоларны карадым мен. Әйе, какой взгляд анда, утарсы сырта. Страсть в глазах прямо читается. Ну, это по душе эш тапкан хәлдә бар яратага да шәйдә күренеп тора. Шулай инде. Еще такой этот темп здесь такой заземленный, Әйе. без спешки. Әйе, И мин дә прямо килеп керәсең так жик. Мин дә индем дә утырдым да уже бер нәмә эшләгем килмәй. Он килә уже. Йокым килә. Без монда әллә вообще яшәйбез что ли? Практически. Монда бит посуда. Шулай тигән дә була. Чайник, даже яттыңыз да, монда шәкә булды. Бында мин ятам, әбиттән һуң. Даже кастрюльләр изенә тора, аштан мышлар, ана кара. Холодильникта, морозильникта итләр дә бар. Айма. Прикиньте, ана артында тора холодильник дукан. Анда даже продукты и иттәр хранится тел. Әйе. Представляете, доктор, Руслан Сальманович, ты вообще на самом деле башкорт түгел. Урыс, оказывается. Представляете, мына сәйсеп, бүтіп келеймек, выяснилось, что он вообще урыс.
Evet, Руслан Сабуров. Бүтін түгіл де енді. Атайым башқұрт. Әсейім нейден, Воронежской областен. Прикиньте, Воронежский область, там вообще-то тұқымдары Руслан Салмановичтің. Менің әсейім исән, Любовь Марковна, Александрова. Подружка мен Зинаида Тихоновна менен, ол менің классный руководитель. Екі подружка келгендерді практика өтірге. Воронежский институтты бүтіп, әсейім алгебра геометрия. Атайым тұтып алған бінде. И подружкасын Фарид Гилаевич Зинаида Тихоновна тұтып алып, екі подружка тұрып қалдылар. Бұдың Матрай ауылында. Вот қызық. Ғұмыр бойы оқытушы болып ішлендер. Вот интересно. Әсейге башқұртша сөйлесе біле ма? Бик сөйлешмейін, аңлайды. Аңлайын. Так интересно. Это что, это твоя песня, что ли, такая? Господи, Зарина. Сделайте классную песню. Не надо погромче, Лариса, мы такой не слушаем, да, Лариса? Ай, ну-ка, ай, ну-ка, ай, ну-ка, Мы такой не слушаем, всегда бей утраларты. Выйду я плясать в новеньких ботинках. Все ребята говорят, что я как картинка.